Я хотел бы обратиться дальше к Инналу Батовичу, министру иностранных дел. Скажите, пожалуйста, создают ли на сегодняшний день действующие организации на территории Абхазии проблемы в части союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, образуя антироссийскую повестку у нас в стране? Есть ли конкретные факты и случаи подобной деятельности? Спасибо. Абзирашим Аззиги, господин президент, уважаемые коллеги, уважаемые члены Общественной палаты, с большим уважением к вам мы с удовольствием проинформируем вас о тех каждодневных проблемах, которые у нас возникают в связи с теми феноменами, которые мы сегодня будем обсуждать. Эраст Рамазанович, вы имеете в виду какие организации? Наши абхазские местные, либо же международные? Не, я сейчас речь веду о местных. Местные? Да. Ну, местные общественные структуры — это не совсем моя компетенция, мне здесь трудно комментировать, но я могу сказать однозначно, что те, кто их финансирует, действительно ставят себе антироссийские цели и задачи. Они об этом открыто пишут на своих официальных сайтах. Если вы посмотрите официальный сайт USAID, это агентство США по международному развитию, которое опосредованно финансирует проекты общественных структур в Абхазии, они открыто пишут, что ключевая цель, которую они ставят, это сокращение пагубного влияния Кремля. Так вот, без стеснений. Правда, когда мы об этом открыто сказали, эта статья удивительным образом быстро исчезла. Но другие некоторые статьи все еще остались, поэтому я хочу вам предложить провести такой предметный контент-анализ вот официального сайта Агентства США по международному развитию. Это очень интересный сайт, там очень много интересного. В частности, там было написано, что Агентство США по международному развитию финансирует UNDP, это вот структура ООН, которая, к огромному нашему сожалению, используется абсолютно не для уставных целей и задач Организации Объединенных Наций, а используется для манипулирования общественным мнением и реализации абсолютно кривых проектов на нашей территории. Поэтому вот я бы на это обратил ваше внимание. Помимо антироссийской составляющей, о которой я сказал, существует антиабхазская составляющая, которая нас вообще должна волновать больше гораздо. Значит, эти структуры занимаются изоляцией нашей страны. Агентство США по международному развитию, которое финансирует проекты внутри Абхазии, является субъектом агрессивной изоляции Абхазии. Все, что мы делаем ежедневно, будь то контакты с белорусами, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Ливаном, с Ливией, значит, все блокируется со стороны этой структуры. И при этом наши некоторые сограждане, которые взаимодействуют с этой структурой, которые нас изолируют, они нам рассказывают про деизоляцию. Согласитесь, это удивительно, несколько удивительно. Про деизоляцию Абхазии нам рассказывают те, кто получает деньги от тех, кто нас изолирует. Это несколько неприятные обстоятельства, и это, к огромному сожалению, факт. Вот. Поэтому вот две ключевые такие фундаментальные вещи, которые бы я подчеркнул, что те структуры международные, которые финансируют наши общественные организации, открыто себе ставят целью сокращения пагубного влияния Кремля, ставят себе целью антиабхазскую деятельность, являясь субъектами агрессивной изоляции Республики Абхазия. И, в принципе, открыто пишут в своих стратегических документах о том, что одна из фундаментальных магистральных целей их деятельности заключается в деоккупации Абхазии, в восстановлении территориальной целостности Грузии. Об этом тоже открыто пишут. И второе, что я хотел бы сказать, таким очень важным этапом в нашей совместной работе команды президента стала публикация материалов СГБ. Значит, что там обращает на себя внимание? Обращает на себя внимание прямые переводы со стороны UNDP, то есть USAID, на счета наших соотечественников. Это на самом деле очень неприятно. Причем наши соотечественники занимаются информационной деятельностью, занимаются публикациями различных материалов и так далее, которые не всегда соответствуют реальности. Вот, например, «Нужная газета» публикует, значит, заявление Тойво Клара, спецпредставителя ЕС. Оттуда полностью убрано все, что нас с вами не устраивает. То есть Тойво Клар сделал совсем другое заявление. «Нужная газета» публикует, создавая, видимо, благообразный образ этого человека, его заявление с изъятиями. Изъятие имеет фундаментальное значение и полностью искажает смысл его заявления. Поэтому я вот членам Общественной палаты предложил бы вот
посмотреть на официальные сайты структур. Спасибо. Еще один вопрос, Иван Анатольевич, сразу. Вы обладаете информацией о том, какое количество людей сегодня работает и получает заработную плату в данных организациях? Какое количество денег в части налогов они отчисляют государству? Какой объем средств был направлен со стороны неправительственных организаций за это время на реализацию различных социальных проектов и программ в области здравоохранения, сельского хозяйства и так далее? Обладает ли наше государство ресурсами, которые могли бы восполнить аналогичные проекты из других источников? И каков будет объем бюджетной нагрузки в случае принятия данного законопроекта? Ираст Рамзанович, некоторые ваши вопросы не по адресу. Я могу вам сказать, что в МИДе Абхазии есть анкеты международных организаций, которые они подают нам, когда на стадии, вот перед тем, как они начинают что-то делать, международные организации присылают нам проекты. Есть маленькая проблема, она заключается в том, что то, что они нам пишут, не соответствует их деятельности. Пишут они нам какие-то размытые формулировки, а при этом, значит, их деятельность совсем другая. Они начинают наших соотечественников вовлекать в какие-то встречи с гражданами Грузии, значит, в третьих странах и так далее. Все это противоречит интересам нашего государства. И если вы сочтете это уместно, мы вам передадим соответствующие материалы. Вы просто посмотрите на анкеты этих международных структур. Вот. А что касается взаимодействия с нашими соотечественниками, международные структуры нас не информируют об этом. Они просто их вовлекают в эту деятельность, потому что им ставят соответствующую задачу. Понимаете? Поэтому, знаете, это вопрос вообще, в принципе, доверия. Вот откуда у нас, в нашей стране, доверие к коллективному Западу? Откуда оно взялось? Вот мне просто интересно, как молодому человеку, как человеку, который работает в Абхазии, собирается работать и жить здесь. Откуда мы взяли доверие к коллективному Западу? Вот недавно Владимир Владимирович Путин выступал и сделал блестящее во всех отношениях интервью. Вкратце оно называется «Хрестоматия. Почему нельзя доверять Западу?». Если Запад врет, обманывает президента ядерной державы, что он будет заботиться о проблеме развития сельского хозяйства у нас в стране, мы что, такие наивные, что ли? Я думаю, что нет. Посмотрите на деятельность западных стран в странах постсоветского пространства. Посмотрите, что они сделали на Ближнем Востоке. Я хотел бы обратиться дальше к Инналу Батовичу, министру иностранных дел. Скажите, пожалуйста, создают ли на сегодняшний день действующие организации на территории Абхазии проблемы в части союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, образуя антироссийскую повестку у нас в стране? Есть ли конкретные факты и случаи подобной деятельности? Спасибо. Абзир Ашимов Зиги, господин президент, уважаемые коллеги, уважаемые члены Общественной палаты, с большим уважением к вам мы с удовольствием проинформируем вас о тех каждодневных проблемах, которые у нас возникает в связи с теми феноменами, которые мы сегодня будем обсуждать. Ираст Рамзанович, вы имеете в виду какие организации? Наши абхазские местные, либо же международные? Не, я сейчас речь веду о местных. Местные? Да. Ну, местные общественные структуры – это не совсем моя компетенция, мне здесь трудно комментировать, но я могу сказать однозначно, что те, кто их финансирует, действительно ставят себе антироссийские цели и задачи. Они об этом открыто пишут на своих официальных сайтах. Если вы посмотрите официальный сайт USAID, это агентство США по международному развитию, которое опосредованно финансирует проекты общественных структур в Абхазии, они открыто пишут, что ключевая цель, которую они ставят, это сокращение пагубного влияния Кремля. Так вот, без стеснений. Но, правда, когда мы об этом открыто сказали, эта статья удивительным образом быстро исчезла. Но другие некоторые статьи все еще остались, поэтому я хочу вам предложить провести такой предметный контент-анализ вот официального сайта Агентства США по международному развитию. Это очень интересный сайт, там очень много интересного. В частности, там было написано, что Агентство США по международному развитию финансирует UNDP, это вот структура ООН, которая, к огромному нашему сожалению, используется абсолютно не для уставных целей и задач Организации Объединенных Наций, а используется для манипулирования общественным мнением и реализации абсолютно кривых проектов на нашей территории. Поэтому вот я бы на это обратил ваше внимание. Помимо антироссийской составляющей, о которой я сказал, существует антиабхазская составляющая, которая нас вообще должна волновать больше гораздо. Значит, эти структуры занимаются изоляцией нашей страны. Агентство США по международному развитию, которое финансирует проекты внутри Абхазии, является субъектом агрессивной изоляции Абхазии. Все, что мы делаем ежедневно, будь то контакты с белорусами, с Объединенными Арабскими Эмиратами,
с Ливаном, с Ливией. Значит, все блокируется со стороны этой структуры. И при этом наши некоторые сограждане, которые взаимодействуют с этой структурой, которая нас изолирует, они нам рассказывают про деизоляцию. Согласитесь, это удивительно. Несколько удивительно. Про деизоляцию Абхазии нам рассказывают те, кто получает деньги от тех, кто нас изолирует. Это несколько неприятное обстоятельство, и это, к огромному сожалению, факт. Вот. Поэтому вот две ключевые такие фундаментальные вещи, которые бы я подчеркнул, что те структуры международные, которые финансируют наши общественные организации, открыто себе ставят целью сокращения пагубного влияния Кремля, ставят себе целью антиабхазскую деятельность, являясь субъектами агрессивной изоляции Республики Абхазия. И, в принципе, открыто пишут в своих стратегических документах о том, что одна из фундаментальных магистральных целей их деятельности заключается в деоккупации Абхазии, в восстановлении территориальной целостности Грузии. Об этом тоже открыто пишут. И второе, что я хотел бы сказать, таким очень важным этапом в нашей совместной работе команды президента стала публикация материалов СГБ. Значит, что там обращает на себя внимание? Обращает на себя внимание прямые переводы со стороны UNDP, то есть USAID, на счета наших соотечественников. Это на самом деле очень неприятно. Причем наши соотечественники занимаются информационной деятельностью, занимаются публикациями различных материалов и так далее, которые не всегда соответствуют реальности. Вот, например, нужная газета публикует, значит, заявление Тойво Клана, спецпредставителя ЕС. Оттуда полностью убрано все, что нас с вами не устраивает. То есть Тойво Клан сделал совсем другое заявление. Нужная газета публикует, создавая, видимо, благообразный образ этого человека, его заявление с изъятиями. Изъятия имеют фундаментальное значение и полностью искажают смысл его заявления. Поэтому я вот членам Общественной палаты предложил бы вот посмотреть на официальные сайты структуры. Спасибо. Еще один вопрос, Иван Анатольевич, сразу. Вы обладаете информацией о том, какое количество людей сегодня работает и получает заработную плату в данных организациях? Какое количество денег в части налогов они отчисляют государству? Какой объем средств был направлен со стороны неправительственных организаций за это время на реализацию различных социальных проектов и программ в области здравоохранения, сельского хозяйства и так далее? Обладает ли наше государство ресурсами, которые могли бы восполнить аналогичные проекты из других источников? И каков будет объем бюджетной нагрузки в случае принятия данного законопроекта? Ираст Рамзанович, некоторые ваши вопросы не по адресу. Я могу вам сказать, что в МИДе Абхазии есть анкеты международных организаций, которые они подают нам, когда на стадии, вот перед тем, как они начинают что-то делать, международные организации присылают нам проекты. Есть маленькая проблема, она заключается в том, что то, что они нам пишут, не соответствует их деятельности. Пишут они нам какие-то размытые формулировки, а при этом, значит, их деятельность совсем другая. Они начинают наших соотечественников вовлекать в какие-то встречи с гражданами Грузии, значит, в третьих странах и так далее. Все это противоречит интересам нашего государства. И если вы сочтете это уместным, мы вам передадим соответствующие материалы. Вы просто посмотрите на анкеты этих международных структур. Вот. А что касается взаимодействия с нашими соотечественниками, международные структуры нас не информируют об этом. Они просто их вовлекают в эту деятельность, потому что им ставят соответствующую задачу. Понимаете? Поэтому, знаете, это вопрос вообще, в принципе, доверия. Вот откуда у нас, в нашей стране, доверие к коллективному Западу? Откуда оно взялось? Вот мне просто интересно, как молодому человеку, как человеку, который работает в Абхазии, собирается работать и жить здесь. Откуда мы взяли доверие к коллективному Западу? Вот недавно Владимир Владимирович Путин выступал и сделал блестящее во всех отношениях интервью. Вкратце оно называется «Хрестоматия. Почему нельзя доверять Западу?». Если Запад врет, обманывает президента ядерной державы, что он будет заботиться о проблеме развития сельского хозяйства у нас в стране, мы что, такие наивные, что ли? Я думаю, что нет. Посмотрите на деятельность западных стран в странах постсоветского пространства. Посмотрите, что они сделали на Ближнем Востоке. Можно, если позволите, вот буквально одно замечание. Вот только что общался с коллегой из кабинета министров, с министром по налоговому сбору. И вот он тоже отмечает, что зачастую вот эти международные структуры переводят денежные средства на счета физических лиц наших, и абсолютно непонятно, что это за деньги. То есть вообще непонятно. Вот вы задаете правильный вопрос. А исходя из этого денежного перевода, непонятно. Человек извлекает прибыль из этого, или это гуманитарные цели, или другие.
абсолютно размытые цели и задачи, абсолютно непонятно, что ну, есть услуги госбезопасности, и у меня есть мнение на этот счет, на что идут эти деньги. Но вообще, в принципе, с точки зрения права, с юридической точки зрения, абсолютно непонятно, что это за деньги, какие цели, удерживать налоги, не удерживать. Поэтому министр по налоговым сборам Республики Абхазия, он находится вот в замешательстве, что не понимает, что это за деньги, куда они идут, какие цели. А, к сожалению, вот в назначении платежа написано в соответствии с каким-то договором, с контрактом. Содержание этого контракта абсолютно для нас загадка. Вопрос еще к министру иностранных дел. Скажите, пожалуйста, Иван Платович, не навредит ли данный закон внешней политики Абхазии в части международного признания нашего государства, к чему мы так активно стремимся? Фактически после принятия данного законопроекта Абхазия должна будет свернуть свою работу с международными организациями. Спасибо. Ну, он не навредит, он будет полезен для нашей внешней политики в связи с тем, что субъекты агрессивной изоляции Абхазии пытаются вмешиваться в наши внутренние дела через разные информационные ресурсы в том числе. Вот мы, кстати, только что вот обсуждали с коллегой, не буду называть информационный ресурс, который напрямую получает деньги от UNDP и занимается вот попытками информационной дестабилизации в нашей стране. То есть, с одной стороны, есть действительно внутриполитическая задача стабилизации, да, и, на мой взгляд, этот закон этот вопрос решит. Но и с другой стороны, есть определенные меры воздействия на субъекты агрессивной изоляции Абхазии. Конечно, мы не можем оказывать воздействие на Госдеп США, у нас нет просто таких возможностей и ресурсов, но ограничить их влияние на наше общество, на разного рода научные сообщества, на экспертное сообщество, это же тоже субъекты формирования внешнеполитического контура, внешнеполитической стратегии нашей страны. И они тоже пытаются влиять. Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, наша внешняя политика станет гораздо более суверенной, она будет нацелена на реализацию наших национальных интересов. Поэтому я с принятием этого закона связываю только позитивные изменения в сфере внешней политики. Еще раз повторю, что доноры это субъекты агрессивной изоляции. Это прежде всего вот те организации, которые мы назвали, UNDP, USAID, которые являются активными помощниками Министерства иностранных дел Грузии в деле блокирования наших международных контактов. Поэтому, с моей точки зрения, это будет справедливый ответ на их действия. Как только эта информация появилась в неофициальном ключе, мы сразу пригласили господина Шургалина, посла Российской Федерации в Республике Абхазия. Он эту информацию уточняет. Но вот пока мы от него ответ не получили, было опубликовано на официальном сайте пограничной службы ФСБ России соответствующее информационное письмо со ссылками на действующее законодательство Российской Федерации. Мы вам тоже это письмо передадим. Там указано, что те страны, с которыми у Российской Федерации соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, это Абхазия, Осетия, пока соглашение не вступило в силу, но в ближайшее время вступит в силу, и Таджикистан, с этими странами Российская Федерация акцентирует важность перехода именно по паспорту гражданина Российской Федерации. Такое письмо есть, но как это будет в дальнейшем с точки зрения правоприменения практики, мы будем информировать, это нужно уточнять. Но есть такое письмо, это пока единственное, что официально источник. Участники, к сожалению, у нас на совещании, нам нужно идти. Я хотел бы коротко прокомментировать. Руслан Иванович, все уважение вам, я с вами категорически не согласен. Значит, UNDP – это структура, которая официально является частью инфраструктуры по реализации абхазской политики вовлечения без признания. Это написано на официальном сайте Агентства США по международному развитию. Я вам пишу соответствующую ссылку. Это первое. Второе. Никто не аккредитовал UNDP в Абхазии. UNDP в Абхазии аккредитацию не имеет. Они работают в соответствии с проектами, которые либо получают сертификацию, либо не получают сертификацию. Но за последнее время мы выявили абсолютное вранье в тех анкетах, которые они нам присылают, и в реальной деятельности, которую они проводят, существует огромная пропасть. Руслан Иванович, огромная пропасть. Просто колоссально. Это вранье, это манипуляция. И с нами так нельзя. Так нельзя. Мы суверенное государство. Когда обращаются к нам UNDP, они обращаются к нам мистер Шампа, мистер Артин, мистер Джайн. Они не признают нас просто.
Мы для них никто. Те люди, кого вы защищаете, мы для них никто. Они наш суверенитет не признают. Если вы переживаете за суверенитет, давайте как-то объективно относиться к позиции структуры, которые не признают наш государственный суверенитет. И по поводу именно термина. Вот я вам могу сказать, что в тех странах, где принималось законодательство именно с этим термином, там не происходит революция. Там шансы гораздо меньше на революцию. Там вся часть финансирована на 80%. Вот если мы примем этот закон, у нас финансирование сохранится на 70-80%. Именно с этим термином. Вот в этом и функция этого закона, она заключается в превентивном характере этого закона. Человек не должен хотеть туда попасть, а тот, кто его финансирует, не должен хотеть его финансировать. Вот это моя глубочайшая уверенность, убежденность, основанная на